Все, поготов к свершению. Велотурист. Давай свой рюкзак, мы тебя разгрузим, папа. Да. Я возьму еще бутылку, да? А? Воду? Ага. Возьми. Ага. Едем 50 километров, 55 километр или 60 километр Вилюйского тракта до речки Кенкеме и до границы Горного Улуса. Вот. Велосипед Scott Aspect и Coupe Access Women Series Pro 2018 года. Взяли очень много воды, там литров 10, наверное. Пиковские рюкзачки. Вот. Взяли немного перекусить и вот так вот собираемся в поход выходного дня в День России. Как ощущения? Проехали пока только 11 километров, да? Это на 19 километре, где-то между 18 и 19 километром. Машинки две стоят, уже такие хлам. Вывести бы их, конечно. Вот. Разлагаются здесь вот. Подъехали на 26 километр. Это видео. Подъехали на 26 километр. Здесь у нас Стелла, Вилюйский тракт, 26 километр. Отлично. Вот здесь она вся. Асфальт да таз в дверях. Это уже проложили, видать, да? Вот это всё. Да, это то, что слава строителям автомобильной дороги Вилюй. Если бы не они, мы также ехали бы по этим ухабам, да? Молодцы.
честь 380-летия вхождения Якутии в состав России. А? Возле памятника? Давай, так, да? 7:16 все-таки будет фотографировать. Вот так, да? Маленький перекус, 25 километров. Дальше мы едем сразу до 40-го. Мы будем останавливаться на 30-м. В целом как? Не успел. Горки любит. Я тоже люблю горки. Не, сам Вилюйский тракт, вот дальше едешь, как будто красивее и красивее, да? Как будто как-то раскрывается. Озеро красиво, да? Озеро, вот да, там есть вот озеро. Мгм. Река Кенкеме. Так, мы почему-то думали, что она находится на где-то 50-55 километре. Если машины нет. Оказывается, она намного ближе. Вот. Там Это такой река. вот живописный мост, речка, очень много отдыхающих людей. С двух сторон еще машин много, люди палатки ставят. В общем, шикарненько так здесь. Ура, мы доехали! Чем мы туда станем, да? В 2009 что ли? Щелкал. Ну, здесь никого не было. Сейчас. Машина здесь. Аккуратно. А ту сторону пофоткать. Прикольно, да? А, смотри, там домик какой-то еще. Да. Это что, молния сломала, да? Дерево, смотри-ка, интересно. Ну, как будто бы, да? Угу. Хорошая сосна была. Чё, как самочувствие, хорошо? Отлично, тут лес такой вот. Ася, как самочувствие? 10-й километр. С маленькой начинается.
Папа, ты больше пей воды, пополняй ресурсы. Да, обязательно буду пить. Мы доехали до Чукула, производственный участок охотничьих ресурсов. Так, это 50 километр. 50-й километр Вилюйского тракта. Самочувствие пока вроде все отлично. Ну не пока, все отлично. И впереди осталось еще где-то 10 километров. Так. Ура, ура, ура! Мы приехали в границу горного Улуса. Комаров тут вообще пресс. Не знаем, как мы сейчас будем кушать. А где вы хотите кушать? Там что-то меньше, да? Или сейчас везде, солнце ушло. Да. Ага. Может даже там больше будет. Может, где ветра больше. Но Да, давайте там. Да, Здесь. походу здесь какой-то. А, видать, Без ветра здесь какой-то. Можно телефончик? Да, давай. А? Ну. А просто так, да? Ура! Вот. Стелла, оказывается, двухсторонняя. С этой стороны Якутск, с той стороны Горный. Мы, как жители коренные города Якутска, решили все-таки обязательно надо заснять это дело. Папа, повернись. Опа, вот, лично сейчас мы тебя снимем. Вася. О, все, хорошо, сейчас я вас сниму. Комаров? Привыкли, наверное, уже. Ну да. А где? Вот. Дорога домой всегда приятна. Едем домой уже где-то 8 часов, 9 час. Солнце еще высоко. Белые ночи в Якутске. Сейчас пьем Комаров пресс, поэтому останавливаться не буду не так часто. Там очень много палаток, люди отдыхают. Это речка Кентеме. Люди отдыхают. Машин много, на своих машинах приезжают. А мы приехали на велосипеде. Вот. У нас велосипеды. В целом поездка была отличной, с погодой нам очень повезло. Было не жарко, и к вечеру, правда, было очень много комаров, которые, как только мы останавливались, нас заедали. Пили мы каждые 10 километров, ибо нужно выполнять водный ресурс. Вообще Вилюйский тракт приятен тем, что там легко дышится. Вокруг красивые густые леса, ели, сосны и просто фантастически ровный асфальт. Такого в городе не найдешь. Мы преодолели 126 километров, доехали до границы Горного Улуса и Якутска, до Стеллы на 60-м километре Вилюйского тракта и обратно в Якутск. Единственный минус — это то, что мы поздно выехали, потому что мы до конца не понимали, поедем мы или не поедем. Утром были тучи, и как только к обеду они рассеялись, мы поняли, что дома сидеть смысла нет и, наверное, стоит выехать.
Вот, и мы поехали, и где-то уже в 3 часа мы были на горе, вот, и подъехали к 60-му километру где-то к 7 часам вечера. И обратно, естественно, еще 60 километров ехать, и мы где-то в 12 уже были дома. Обратная дорога была даже быстрее, чем туда. То есть мы как будто бы по ветру ехали. Ну, естественно, горная местность, были прекрасные подъемы, спуски. Вот, на подъемах, конечно, немножко тормозишь, а на спусках летишь, например. Вот, ну, дорога домой сама по себе очень приятная, потому что ты понимаешь, что тебя ждет теплая ванна, тебя ждет душ, ты можешь покушать нормально. Вот. В заключение хочу сказать, хватайтесь за любую возможность, и лето у нас короткое, проведите его отлично, с пользой для здоровья, вот, со своими родными, близкими. В общем, всем всех благ, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока-пока.